Райым миллион. Камалат. Райым миллион деген кландар, ошого окшогон кландар болбойт. Криминал деген түп тамыры менен жок болот. Фамилия, имя, отчество. Матраим Раимбек. Наверное, никто не ожидал увидеть Раимбека Матраимова в наручниках и в сопровождении сотрудников Госкомитета национальной безопасности. Его доставили в Бишкек из Азербайджана ночью 26 марта. Вместе с ним были задержаны и доставлены в страну его братья Руслан Тилек и Исламбек Матраимовы. По информации спецслужб, Матраимов проходит подозреваемым по уголовному делу по статьям 169 «Незаконное лишение свободы» и 222 «Легализация преступных доходов». Также сегодня Первомайский районный суд Бишкека водворил Раимбека Матраимова в СИЗО ГКНБ до 26 апреля. В случае с Матраимовым, наверное, как раз то, что это происходит. Был одно время самый всесильный человек в этой стране. И вчера его буквально как настоящего преступника привезли в самолете. Я очень надеюсь, что у власти в соответствующих органах будет четкая приверженность букве закона, когда будут проводиться судебные дела по этим фигурам. Райым миллион. Камалат. Мен азыр толыққанды ишке кириш элекмин. Киришкенден кийин камалат. Еще на митинге в октябре 2020 года Садыр Джапаров заявил, что главный коррупционер страны Раимбек Матраимов обязательно ответит перед законом. И сегодня общественность уже видит итоги работы по борьбе с коррупцией, говорит политолог Эмиль Джураев. Ну, очевидно, что если власть захочет и если власть решила привлечь к ответственности, то в современном мире, в принципе, спрятаться где-либо очень трудно, кому-либо. И вот нашли его и задержали в Азербайджане. Я так думаю, да, случилось то, что обещали. Это не первое задержание Матраимова. В 2020 году он был признан виновным по обвинению в коррупции, и суд оштрафовал его на 260 тысяч сомов. В рамках дела экс-заместитель таможни также внес в бюджет страны 2 миллиарда сомов, часть из которых была наличными, а часть в виде имущества. Тогда он был отпущен на свободу. Но потом ГКНБ вновь объявил Матраимова в розыск, но уже совсем по другому уголовному делу. 27 января этого года глава ГКНБ Камчибек Ташиев на встрече с продавцами рынка заявил, что государство вернет имущество, которое незаконно присвоил Матраимов. Раим Матраимов дегенде бардыгы тизилеп калышкан. Раньше во время выборов во многих важных государственных делах чиновники, в том числе сотрудники ГКНБ, служили клану Матраимовых за деньги. В Кыргызстане хорошо жить должны простые люди, которые честным путем добились успеха. А если Раим Матраимов хочет жить в Кыргызстане, то он должен ездить на маленьком Daewoo Matiz. После этого заявления Ташиева в ГКНБ сообщили, что имущество Матраимова, которое оценивается более чем в 34 миллиона долларов, перешло государству. В списке указаны коммерческие здания, места таможенного учета вместе с земельным участком, спортивные клубы, офисы. По информации спецслужб, Матраимов был тесно связан с Камчи Кольбаевым. Он создал преступную группу из таможенников и государственных служащих. Камчибек Ташиев заявил, что в стране больше не будет ни единой мафии. Мунанары мамлекетте Кольбаев деген мафия болбойт. Больше не будет мафии по имени Кольбаев, не будет мафии по имени Матраимов. Клан Матраимова и его богатства, накопленные преступным путем, не должны препятствовать росту и развитию государства. Более 200 сотрудников, причастных к делам Камчи Кольбаева и Матраимова, были уволены. Коррупционная схема на таможне была ликвидирована. Если раньше от таможенной службы в год поступало от 20 до 30 миллиардов сомов, то в прошлом году она собрала более 110 миллиардов сомов. И это главное подтверждение ликвидации коррупции в ГТС. Эксперты говорят, что такой результат демонстрирует политическую волю руководства страны в борьбе с коррупцией. Это говорит о том, что сегодня власть, все обещания, которые были даны в октябре 2020 года, даны были после президентских выборов нашим руководством страны, в частности президентом Садыром Нуржевичем, Камчибеком Кадыршаевичем, председателем ГКНБ, они полностью исполняются. На должность заместителя главы таможенной службы Раимбек Матраимов был назначен еще в 2015 году. Коррупция в таможенных органах существовала на протяжении всех 30 лет независимости страны. Но с его приходом она начала распространяться вдвойне, считают эксперты. Как отметил политолог Зайнидин Курманов, коррупция стала главной проблемой развития государства. Предыдущие власти недостаток в чем состоял? Они сами участвовали в коррупции. И вместе с ней коррупция принимала участие и бандиты, и все остальные.
мелкое и среднее звено, бюрократия. С коррупцией никто не боролся. Сейчас за коррупцию серьезно взялись, борются с ней. Реально заниматься коррупцией становится опасным. Борьба с коррупционерами и чиновниками, которые присваивают богатство народа и государства и имеют связь с ОПГ, будет продолжаться, заявил Садыр Джапаров на прошедшем в декабре народном Курултае. Уюшкан кылмыштуу топторго каршы элдешкис күрөш жүргүзүлүүдө. Коррупция – это социальное зло не только для нашего народа, но и для всего мира. Из-за коррупции наша страна почти 30 лет не развивалась. Богатыми стали лишь отдельные люди, а простой народ жил в нищете. Сейчас ведется непримиримая борьба с организованными преступными группировками. Борьба с коррупцией – это не разовое мероприятие. Это должна быть постоянная работа. Мы всегда должны быть бдительными, чтобы предотвратить коррупцию на всех уровнях жизнедеятельности общества. Еще одним важным показателем цивилизованного государства является отсутствие организованной преступности. Ошибаются и те, кто утверждают, что могут уйти от ответственности, опираясь на свою должность, статус или мандат. Гражданский активист Асанбек Каракузуев отметил, что те, кто раньше баллотировался в депутаты, их цель была не служение народу, а защита своего бизнеса или реализация каких-либо корыстных планов. Теперь они понимают, что, выдвигая свою кандидатуру на должность народного избранника, им придется заниматься прямыми должностными обязанностями. Раньше большинство лиц выдвигали свою кандидатуру в депутаты лишь для того, чтобы использовать свой мандат для продвижения или защиты своего бизнеса. Так они реализовывали свои незаконные дела. Теперь все те, кто хочет быть депутатом, хорошо понимают тот факт, что после избрания в ЖК надо будет усердно работать и защищать народ, который тебя избрал. Как говорится, закон для всех един. Все от простых граждан до высших должностных лиц должны нести ответственность за то, что они делают. Тем временем, по оценке аналитиков, президент Садыр Джапаров за 3 года своего правления выполняет данное им обещание – бороться с коррупционерами и криминалитетом. Его слова были доказаны на деле. Так, за эти годы в бюджет страны было возвращено 15,5 миллиардов сомов. Рахат Батырбекова, Руслан Бароненко, ЛТР, Бишкек.